30 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,54 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,5480 до 10,51 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром растут. Это следует из данных торгов. Рынки ждут воскресного заседания ОПЕК+. Цена на нефть марки Brent составила $84.75 за баррель, марки ВТИ $78.69 за баррель. Стоимость золота в среду утром поднимается, закрепившись выше $1750 за тройскую унцию. Удешевление доллара поддерживает котировки драгметалла. Рынки также ожидают статистику по ВВП США и выступление главы Федеральной резервной системы США. Азиатский банк развития одобрил грант в размере $30 миллионов для усиления управления рисками стихийных бедствий в Таджикистане. Часть этих средств планируется использовать для сокращения экономических потерь из-за изменений климата и стихийных бедствий, говорится в сообщении АБР. Таджикистан крайне уязвим к изменению климата. Ежегодно происходит более 400 стихийных бедствий, таких как наводнения, лавины и другие, которые серьезно сказываются на жизни людей и экономике, сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. Он отметил, что грант АБР повысит готовность страны к стихийным бедствиям и способность реагировать, одновременно укрепляя общую устойчивость к изменению климата. 15-е заседание Координационного комитета по упрощению торговых процедур состоялось накануне в Душанбе под руководством заместителя министра экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахманзода. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с улучшением торгового портала Таджикистана, условия обслуживания в международном аэропорту города Душанбе, использованием передового опыта в реализации уполномоченного экономического регулятора, предложениями по сокращению перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации. Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития, также обсуждены необходимость присоединения Таджикистана к формальному соглашению об упрощении процедур беспошлиной трансграничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост ВВП Таджикистана в базовом сценарии прогнозируется аналитиками Европейского банка развития в 2023 году на уровне 6,5%, после 7,5% по итогам текущего года. Замедление объясняется завершением периода восстановления в экономике, который последовал за окончанием острой фазы пандемии коронавируса, продолжением экономического спада в регионе и на фоне ожидаемого нами ослабления российского рубля, снижением объема поступающих денежных переводов, говорится в презентованном 29 ноября ЕАБР макроэкономическом прогнозе на 2023 год. Отмечается, что рост экономики Таджикистана в 2021 году составил 9,2% после резкого замедления в пандемическом 2020 году. При этом, согласно прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост в Таджикистане в наступающем году будет самым высоким среди стран-членов данного регионального финансового института. Ожидания увеличения объема внешнего долга до конца текущего года в Таджикистане нет. Как сообщили в Министерстве финансов республики, размер внешнего долга страны по итогам первого полугодия составил $3,2 миллиарда. Увеличение объема внешнего долга до конца текущего года не ожидается, несмотря на освоение кредитных средств по ранее подписанным соглашениям, отметил источник. В Минфине утверждают, что причина неувеличения внешнего долга происходит за счет курсовой разницы, то есть долг обслуживается в долларах США, курс которого снижается по отношению к национальной валюте сомони.